Гособвинитель потребовал для Завкибека Саита Амини 7,5 лет лишения свободы. В Узбекистане с килограммом гашиша задержан гражданин Таджикистана. Россия вновь заявила о террористической угрозе из Афганистана. Новая мобилизация в России ожидается уже после Нового года. Гособвинитель потребовал для журналиста Завкибека Саита Амини, которого власти обвиняют в сотрудничестве с партией Исламского возрождения Таджикистана и оппозиционным движением Группа 24, наказание в виде 7,5 лет лишения свободы. Судья и адвокат не предоставляют подробностей о судебном процессе. Источник, близкий к следствию, сообщил на условиях анонимности, что прокурор озвучил свое требование 3 ноября во время очередного судебного заседания, проходящего за закрытыми дверями в СИЗО. По его словам, журналист отверг все выдвинутые обвинения. Завкибек Саита Амини заявил, что не сотрудничает ни с одной партией или движением. Наоборот, он напомнил о своей работе на государственном телевидении, когда ему даже поступали угрозы от джихадистов в Сирии. Обе стороны выступили заключительной речью, и суд удалился в совещательную комнату, отметил собеседник. По его словам, сегодня в суде присутствовала мать, брат и жена Завкибека Саита Амини, хотя на предыдущее заседание их не пустили. Завкибек Саита Амини был задержан сотрудниками милиции города Вахдат 8 июля этого года, после чего доставлен в изолятор временного содержания города Душанбе. Сотрудники правоохранительных органов задержали в городе Бекабад Ташкентской области гражданина Таджикистана с 14,9 килограммами гашиша. Об этом сообщает подробно.ру со ссылкой на местное УВД. В ходе операции «Черный маг-2022» в Махале, Узбекистан, города Бекабада был осуществлен осмотр квартиры, в которой временно проживал 29-летний гражданин Таджикистана. В результате было установлено, что в спальне квартиры находилось 14,9 килограммов наркотического средства гашиш, хранящегося с целью реализации. Страны СНГ рискуют столкнуться с ростом числа афганских беженцев, среди которых будут и представители различных террористических организаций, заявил на заседании представитель пограничных ведомств государств СНГ в Москве секретарь Совбеза России Николай Патрушев. Он обратил внимание, что на фоне экономического кризиса в Афганистане есть риски серьезного ухудшения миграционной обстановки. Так, после захвата власти талибами в 2021 году начался массовый отток афганцев за рубеж, указал Патрушев. При этом есть риски того, что беженцы двинутся не только в сторону Ирана и Пакистана, которые сейчас принимают более 80% мигрантов, но и в государства Центральной Азии. В число прочего, это может привести к проникновению в наши страны участников международных террористических организаций, которые сегодня комфортно чувствуют себя на афганской земле, предупредил секретарь Совбеза Российской Федерации. Российские власти уже десятки лет заявляют о террористических угрозах со стороны Афганистана, однако ни одного случая нападения террористов из Афганистана в страны Средней Азии зафиксировано не было. Аналитики утверждают, что Россия использует эти предупреждения как средство давления на правительство и народы этих стран. Уже нынешней зимой в России может начаться вторая волна мобилизации, несмотря на заверение Кремля в том, что мобилизация завершена. Это утверждает издание «Верстка» со ссылки на источники. Собеседники издания в различных органах власти и госкомпаниях сказали Верстке, что подготовка ко второму этапу уже идет. Он может начаться сразу после Нового года, когда закончится осенний призыв в армию. Издание указывает на ряд признаков, которые могут свидетельствовать о подготовке к продолжению мобилизации. Так, в мэрии Москвы не была распущена специально созданная команда, которая помогали военкоматам разбираться со случаями незаконного призыва. Экспертам заявили, что они могут отдыхать до Нового года, а потом они вернутся к работе, утверждает источник в правительстве Москвы. Также идет работа по модернизации баз данных военкоматов, которые подключают к базам данных Федеральной налоговой службы, Пенсионного фонда России, государственной автоматизированной системы выбора и органов ЗАГСа. Подготовка идет и в госкорпорациях. Источники Верстки, близкие к администрации президента, утверждают, что новый призыв по мобилизации может начаться скоро, возможно, уже зимой. По их словам, что период до Нового года администрация президента решила использовать для эмоциональной разгрузки населения. Однако в окончании мобилизации никто не верит.